По традиции, инаугурация президента проходит в самом сердце столицы, в здании Кабинета министров по улице Лакоба. Чтобы принять участие в историческом событии, в Абхазию приехали десятки гостей из разных стран и городов. Я приехала на инаугурацию, я очень рада находиться на этой красивой стране. Что пожелаете сегодня нашей стране и нашему президенту? Что все было очень хорошо, что справедливо, что люди жили спокойно, в мир и добровольно. Как вы видите дальнейшее развитие отношений между нашими двумя странами? Все очень хорошо, каждый день лучше и лучше. Я посол Боливарианской республики Венесуэла в Российской Федерации по совместительству в Республике Абхазия. Мы очень рады находиться здесь в такой важный момент и участвовать в инаугурации президента Бадра Гунбы. И из того, что я могу пожелать, это, наверное, солидарности и сплоченности, чтобы это правление было удачным. Мы всегда будем за то, чтобы наши отношения развивались взаимовыгодно и взаимодополняли друг друга. Для меня сегодня большая честь присутствовать на этом торжественном мероприятии и выполнить очень приятную для себя миссию от имени руководства республики, меня, Сергея Ивановича, от всего многонационального народа Осетии передать слова поздравления уважаемому Бадру Зурабовичу Гунба с вступлением в должность президента Абхазии. Его убедительная победа на выборах свидетельствует о высоких профессиональных, лидерских, человеческих качествах и твердой поддержке народа Абхазии. Президенту от всех жителей Нижегородской области, Нижнего Новгорода, от губернатора Глеба Сердечевича Никитина, от себя лично хочу пожелать сил на этом нелегком, но очень нужном пути и во всей его деятельности на благо жителей Абхазии. Предстоит очень большая работа, и Нижний Новгород, как город-побратим Сухума, в этой работе, конечно, будет принимать участие. Мы давно сотрудничаем с Сухумом 14 лет, но вот в прошлом году с Бесланом Федоровичем Мэшбой подписали соглашение о развитии побратимских отношений, которое, на мой взгляд, открывает новый этап развития двусторонних отношений. Вы сегодня прибыли на инаугурацию. Что пожелаете нашей стране, нашему президенту в будущем? В первую очередь мира. Это самое главное. Весь народ Абхазии поздравляем. Вот инаугурация нового президента. Дай Бог, чтобы с ним пришел мир, радость. Народ Абхазии, народ Южной Осетии, мы вместе прошли очень непростую историю. Заслуженно добились признания независимости со стороны Российской Федерации. И дальше движемся вместе. Сегодня мы очередной раз подтверждаем, что и самые тяжелые периоды времени были рядом друг с другом. Ну и, соответственно, конечно, на таких мероприятиях считаем своим долгом тоже поприсутствовать, поздравить и вместе радоваться с нашими братьями, с нашими друзьями. Инаугурация президента Республики Абхазия началась в 12 часов в Большом зале комплекса правительственных зданий в Сухуме. Официальную церемонию открыл спикер Народного собрания Лаша Ашуба. В соответствии с Конституцией Республики Абхазия и избирательным законодательством в нашей стране состоялись выборы президента Республики Абхазия. Они прошли в обстановке высокой активности избирателей в условиях политической конкуренции. Это подтверждено многочисленными международными наблюдателями, следившими за ходом избирательной кампании. Значимость и легитимность прошедших выборов подтверждает и то, что сегодня на торжественной церемонии вступления в должность президента Республики Абхазия Бадры Зурабовича Гунба присутствуют высокие делегации. Затем избранный президент Бадра Гунба принес присягу всему многонациональному народу Абхазии.
Сауажла Рома Цаурайша Зыско. Сажлари Ромта Настапачей Холуамчра, Хюнткара Конституция, Ехативой Амш, Ватстивоя Пейпш, Рехчараза Схо и Шазысхо. Жларлых Сауай, Епшо Бряховка, Сацхазна Садагала. Ян Саду Сухой, Сапсадгилы Сауажлари, Рома Цаурача, Амчи Алшари Сутарц. Спикер парламента Лаша Шуба передал Бадре Гунба атрибуты власти, президентский штандарт, печать с изображением на ней государственного герба с надписью «Президент Республики Абхазия», шашку, символизирующую роль президента как главнокомандующего вооруженными силами, и национальный абхазский посох Алабаща как символ государственной мудрости. С этого момента Бадра Гунба официально вступил в должность президента Республики Абхазия. Глава государства обратился к собравшимся с торжественной речью. Уважаемые соотечественники, дорогие гости, вступая в должность президента Республики Абхазия, осознавая масштаб ответственности, возлагаемой на меня, обращаюсь ко всем соотечественникам, независимо от национальной, религиозной принадлежности, политических взглядов и убеждений, со словами глубокой признательности за проявленную мудрость в период избирательной кампании. Несмотря на разногласия, которые периодически перерастали в острые политические конфликты, нам удалось сохранить стабильность в стране, удержать ситуацию в правовом поле, обеспечить гражданам реализацию их конституционных прав. 2025 год президентом Абхазии объявлен годом великого абхазского лидера Владислава Ардзинба, под руководством которого абхазский народ выстоял в кровопролитной войне. Глава государства в своем выступлении рассказал и о роли второго президента Абхазии Сергея Багапш, при котором Россией был признан суверенитет республики и укреплены отношения с разными странами мира. В своем выступлении президент подчеркнул, что необходимо воспитывать и продвигать во власть активную и грамотную молодежь, создавать кадровый резерв для всех уровней государственного управления. Также Бадра Гунба заявил, что назрела необходимость реформы органов государственной власти и управления. В Абхазии создана комиссия по выработке предложений о поправках в Конституции. Президент намерен активно взаимодействовать с законодательной и судебной ветвями власти и работать над развитием социально ориентированного государства, в котором будут созданы условия для достойной жизни граждан нашей страны. Большой зал Кабинета министров Абхазии собрал представителей со всех районов республики. Здесь видны общественные и политические, научные и культурные деятели. Поздравить главу государства и народ в республику приехали высокопоставленные гости. Среди них руководители стран, представители различных ветвей власти иностранных государств. Поздравительный адрес от президента России Владимира Путина зачитал первый заместитель администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Уважаемый Бадра Зурабович, примите сердечные поздравления по случаю вашего вступления в должность президента Республики Абхазия. Отношения между нашими странами развиваются в духе дружбы и союзничества. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать их дальнейшему упрочнению. Братские народы России и Абхазии связаны общей историей. В Великой Отечественной войне особое неприходящее значение для нас имеет вклад абхазского народа, многонационального народа Абхазии в нашу общую победу. Отмечая важнейшую дату, россияне и абхазы воздают дань благодарности и уважения героическому поколению победителей. Приглашаю вас, Бадра Зурабович, принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы в Москве 9 мая 2025 года.
буду искренне рад видеть вас в российской столице в этот знаменательный день. С уважением, президент России Владимир Владимирович Путин. На торжественной церемонии в адрес нового главы государства и страны прозвучали десятки поздравлений. Все они о мире, процветании, спокойствии и единстве. 2 апреля 2025 года Абхазия вступила в новый политический цикл. Гугут Савардания, Алексея Гухова, Абхазское телевидение.